Уважаемый господин премьер-министр, сердечно приветствую вас и вашу делегацию. Весьма рад очередной нашей с вами встрече. На этот раз мы с удовольствием принимаем вас у себя в Кыргызской республике и постараемся оказать такое же гостеприимство и радушие, которое мне довелось ощутить в ходе моего государственного визита в Монголию в июле текущего года. Я часто вспоминаю, с теплотой вспоминаю время, проведенное на гостеприимной монгольской земле, теплые отношения братского монгольского народа и, конечно же, мою встречу с президентом Монголии, с уважаемым господином Ухнаагин Хурэлсуху. Пользуясь случаем, прошу вас передать от моего имени моему дорогому коллеге, президенту Монголии, господину Ухнаагин Хурэлсуху слова теплого приветствия и пожелания. В рамках визита в Улан-Баторе прошла наша с вами встреча, в ходе которой мы обсудили и достигли договоренности по широкому кругу вопросов кыргызско-монгольских отношений. Буквально месяц назад своим визитом в Кыргызстан нас обрадовала первая леди Монголии, госпожа Лупсан Доржин Болорцецек. Уважаемый премьер-министр, мы придаем важное значение поддержанию дружественных отношений с Монголией. История взаимоотношений насчитывает несколько столетий, объединяя в себе общую культуру, схожие традиции и обычаи. В свое время кыргызы и монголы создали свои кочевые империи, оставившие глубокий след в истории человечества. Современные кыргызско-монгольские отношения характеризуются взаимным доверием, взаимопониманием, едиными подходами к вопросам развития и укрепления двусторонних отношений, близостью или совпадением позиций по международным и региональным вопросам. Стороны оказывают взаимную поддержку по каждым ключевым вопросам. У наших стран схожие географические условия в экономическом и социальном планах, а также укладе жизни. Кыргызстан и Монголия расположены в самом центре азиатского континента и не имеют выхода к морю. Можно сказать, что обе страны находятся на стадии своего экономического развития и процветания. Несмотря на малочисленность населения, у нас значительные природные ресурсы, богатый потенциал сельского хозяйства с упором на животноводство. В целом у наших стран общие цели, похожие условия, одинаковые вызовы и угрозы, а также единые перспективы. Нашей целью должна стать активизация сотрудничества во всех областях и сферах, взаимный обмен положительным опытом государственного строительства, социально-экономического развития. Убежден, что у нас есть чему поучиться друг у друга. Еще раз добро пожаловать в Кыргызстан. Уважаемый премьер-министр, прошу вам слово. Ваше превосходительство, господин президент, я весьма рад нашей встрече с вами. Хотел бы подчеркнуть, что мы имеем общее голубое небо над нами, общее голубое пятно у нас, у детей, а также мы выглядим очень схожи друг с другом. Нас объединяет общая история. Мы также выросли на основах волочного быта. И хотел бы сказать, что наши две страны, исходя из этих наших общностей, могли бы успешно сотрудничать на международной арене, а также обмениваться опытом экономического и социального развития наших стран. И я хотел еще раз подчеркнуть, когда имел встречу с вашим премьер-министром, я ему сказал, что я себя чувствую у вас в стране, как у себя дома. Мы выглядим очень одинаково, у нас очень схожие черты. Мы с вашим премьер-министром, с главой кабинета министров обсудили широкий круг вопросов по взаимодействию между нашими странами и государственными структурами, открыто обменялись возможностями и трудностями, которые у нас имеются в развитии двусторонних отношений. Я думаю, что мы наметили очень правильное направление дальнейшего взаимодействия. Хотел бы передать вашему доброму другу, президенту нашей страны, Ухнаагин Хурэлсуху, самое сердечное, самое доброе пожелание и приветствие в ваш адрес. Хотел бы подчеркнуть, что перед тем, чтобы прибыть к вам в страну с рабочим визитом, меня президент вызвал, и он целый час мне говорил о тех настроениях и о тех добрых мыслях, которые у него возникли при встрече в ходе вашего визита. И он высказал пожелание, каким образом могли бы на уровне правительств наших двух стран практически
плоскости реализовывать те договоренности, те вопросы, которые обсудили между ними. Мой визит является первым визитом в Киргизскую республику премьер-министра Монголии. И я думаю, что на этом встречи на высоком и высшем уровне не прекратятся, потому что в 2024 году, в удобное время для обеих сторон, мы планируем визит президента нашей страны вам в страну. Я думаю, что вот этот визит надо основательно и качественно подготовиться, и мы думаем, что это будет как раз нашим заданием двум правительствам, чтобы мы обеспечили надлежащую подготовку к этому государственному визиту.